2017 году в Коми построят инновационный животноводческий комплекс на 1200 коров. Проект оценивает почти в 600 миллионов рублей. В планах возведения постройка родильного и лечебного отделения. Молочная провинция обеспечит республику 5 миллионами литров молока в год. Это 15% от всех региональных удоев. На месте масштабной стройки побывал премьер Коми Владимир Токмаков и заверил аграриев, их амбициозные планы однозначно поддержит республиканская казна. Слово Виктории Палкиной. Место под современный животноводческий комплекс в крупнейшем хозяйстве региона нашли без проблем. По соседству действующие фермы. Кстати, в перспективе и эти помещения планируют объединить галереи с новыми объектами. Аграрии уже подготовили документы на возмещение части затрат из республиканской казны. Правда, сумма не превысит 20 миллионов рублей. Но есть еще и федеральный бюджет. Москва вряд ли оставит без поддержки этот инновационный проект, уверены в профильном ведомстве. По всем своим критериям этот объект может претендовать на 20% возмещения федеральные деньги. Но там есть одно условие – после его завершения. Чтобы максимально удешевить строительные работы, хозяйство закупило специальную технику. Пришлось брать кредит. Здесь-то аграрии и столкнулись с проблемой. Коми-филиал Россельхозбанка выдавать заемные деньги не спешил, а вот кировские банкиры оказались куда сговорчивее. Здесь где-то месяца два мы ружили. Поехали туда, технику, пожалуйста. Мы получили, Галина Васильевна у меня получила за 3 дня 10 миллионов. Мы уже с ними рассчитались. Для Владимира Токмакова это новостью не стало. Аграрии республики уже сетовали на непонимание со стороны, казалось бы, профильного банка. К решению вопроса подключится вице-премьер Алексей Старцев, курирующий банковский сектор. Дальше в программе рабочего визита в Прилузском районе психоневрологический интернат в Летке. Здесь руководитель Кабмина проверил условия жизни почти 100 постояльцев. По поручению Дмитрия Медведева такая ревизия ждет все специализированные соцобъекты региона. В этом нареканий не было. В здании установлена система видеонаблюдения и пожаротушения. В корпусах провели капитальный ремонт. Решили даже кадровый вопрос. Сейчас в учреждении трудится врач из Мариэл. Нам дали тут квартиру, служебное жилье, двухкомнатное. Работаем, супруга работает в районной больнице, я тут на ставке врачом-психиатром. Все устраивает, зарплата выше, чем в Мариэл. Крупнейшая социальная стройка в муниципалитете близится к завершению, заверили руководители Кабмина и районные власти. Школу в Летке на 400 мест стоимостью больше 400 миллионов рублей должны сдать до конца этого года. Дальше процедура получения лицензии и благоустройства территории. Сейчас школьники учатся в нескольких корпусах, да еще не по привычному для села графику. Они уже с 60-х годов редко учатся постоянно во вторую смену. Две смены, я думаю, что ученики уже заслужили, учителя, наверное, чтобы уже в одну смену поработать, да ведь? В Объятчево в центре внимания будущий детский сад. С этой стройкой все намного сложнее. Сегодня подрядчик активно трудится над теплотрассой и кровлей. Говорит, проблем с людьми и финансированием нет. Только федеральная казна направила на завершение работ больше 100 миллионов рублей. Задача подрядчика – приложить все усилия с тем, чтобы выделенные из федерального бюджета, из бюджета республики средства освоить в этом году. Потому что если этого не произойдет, то тогда мы должны будем вернуть часть средств обратно в федеральный бюджет и ровно столько же искать в бюджете республиканском, что в следующем году сделать будет очень сложно. До 1 ноября строители должны закончить все внешние работы. В противном случае нагнать сроки сдачи объекта уже точно не получится, уверены эксперты. Между тем, прогнозы метеорологов не вдохновляют. Сентябрь будет дождливым. Впрочем, сам подрядчик заверил, осадки не помешают. Руку на пульсе держат и профильные ведомства, и, конечно, районные власти. Сельские чиновники чуть ли не ежедневно контролируют ход строительства детского сада. Последнее китайское предупреждение подрядчик получил и выводы, судя по всему, сделал. Сдать объект он должен уже в следующем году. 1 сентября новый детский сад примет счастливых дошколят. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Прилузский район.